Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне. И хочу приготовить пирог к чаю. Самый простой такой пирог. Не сладкий, конечно, но самый простой рецепт. Значит, я беру молоко теплое 120 мл, воду тоже теплую 120 мл. Значит, понадобится масло растительное 60 грамм, сахар столовая ложка, соль чайная ложка, 30 грамм масла, но растопленного масла уже, мука 450 грамм муки, дрожжи 1,5 чайной ложки, яйцо одно. Ну, мы возьмем белок. Желток оставим для смазки сверху. Сыр 100 грамм тоже понадобится и паприка. Ну, Сергей Иванович, начинаем. Да, я тоже поздороваюсь с нашими зрителями. Всем здравствуйте. За кадром всегда бессменный оператор Сергей Иванович. Я буду, поснимаю я немножко Машу, как она будет кудесничать и готовить вкусняшку. Для тех, кто не любит сладкое, это пирог не сладкий. Ну, там есть сахар, конечно, но он не будет сладкий. Угу. Вот. Ну что, начинаем. Воду добавляю, молоко, но это все теплое. Так, масло растительное идет. Так, масло сливочное. Дальше сахар, песок, соль добавляю. Так, дрожжи. И сюда я отделю желток от белка. Да. Так, это все потихоньку размешаем. Так, и сюда я сейчас добавлять буду муку, но она уже просеяна у меня. Так, и все это размешаем. Мешаю сегодня руками. Руками всегда самое вкусное, когда руками делаешь. Месим тесто руками. Должно быть тесто такое мягкое. Сегодня Сережа у нас неразговорчивый. Почему? Я очень разговорчивый, я просто смотрю, смотрю и жду, когда же будет вкусняшка. В принципе, рецепт очень простой и быстрый. Тут время, скорее всего, уйдет на то, что это будет подниматься тесто, потому что оно сдобное тесто на дрожжах. У кого как. Вот. И вот это и время займет. А так, замесить тесто и выставить на форму и выпекать, это уже не так и долго. Сейчас примерно покажу, примерно какого состояния должно быть тесто. Ну-ка, делай поменьше. О, вот такого.
Ну, еще будешь месить, да? Нет, наверное, уже. И самое главное, это тесто подниматься будет прямо против них. То есть не будем вот здесь в замесочной миске использовать, а будем готовить сразу на противень, и там будет подниматься. Вот такое тесто. К рукам не липнет. Ну и сейчас на противень сразу. Да, противень смазываем маслом. У нас форма квадратная противня. Здесь мы что готовили? Не помнишь? Выпекали что-то? Нет, еще. Не пекли, наверное, ничего еще. Наверное, нет. Ну, только, наверное, что-то готовили. Да. Картошку или что-то. Вот так Маша все разравнивает. По площади, получается, по площади противня, да ведь? Да. И, наверное, надо включить духовку. Духовка еще рано же. Ой, я даже закашлял. Какой духовка, Маша? Надо ставить на печку. Какой духовка? Надо, чтобы это тесто поднялось. Еще час, как минимум. Вот-вот. Духовка. Ну, вроде бы. Потому что я, наверное, пирог хочу сильно. Так, значит, тесто готовое. Так, это мы сейчас поднимаем, значит, на печку. И пусть тесто поднимается. Да? Сережа? Не на печку, а на лежанку, где печка, там теплое место. У всех деревнях, где деревенские печки, у всех есть лежанка. А лежанка это такое место, это и сушилка. Это и вот где тесто поднимается. Это все. Что ты хочешь? Пищевую пленку. Да. Ну, найдем сейчас пищевую пленку. Это уже я, наверное, выключусь. Ну, надо покрыть пищевой пленкой, чтобы там закрыто было. И все. Вперед на лежанку. Так. Вот и пленочка нашлась. Наша. Сейчас закроем аккуратненько. И все. И все. И сейчас вот посмотрим, насколько поднимется в теплом месте. Так, наше тесто подошло. Сейчас я принесу. С лежанки, с печи. Ух ты, неплохо поднялось, да. Да. О, там малышка пришел.
Так, ножом делаем такие разрезы. Сейчас поближе поснимаю, какие разрезы ты будешь делать. И пополам, наверное, да? Пополам это на 3 части. Ты другой стороной решишь. Ну, какая разница? Ну, остренько там. Так. Потом делаем, значит, берем яичный желток. Сюда ставим паприку, половину чайной ложки. И масло растительное наливаем ложку, столовую ложку растительного масла. Это что у нас будет? Это для смазывания. Будем этим смазывать наш пирог. Так, и этим потом мажем наш пирог. Цвет красивый, да? Цвет, да, приятный. Ну вот, примерно вот так все намазываем. Так, закончили. Потом, значит, кладем сыр. 100 грамм сыра я здесь нарезала. И вот сюда кладем сыр. Ну вот, короче, в каждый разрезик по кусочку сыра, по полосочке сыра. Я думаю, дождусь сегодня вкусняшки от Маши. Выпью чай с пирогом, выпью чай с пирогом, сырным таким, сырным, с добавкой сыра, или как правильно называется. Так. Вот так выглядит пирог наш. Между тем греется духовка. Да, на 180 градусов включили. Пока ждем. И выпекать будем сколько? Ну, примерно 25-30 минут. Полчаса где-то, да? Ну и, естественно, будем проверять на готовность шпажкой. Да. На 25-30 минут, на полчасика. Ну, как Мы уже, посмотрим, как уже сказали. Да. Ждем-с, друзья. У нас вечер такой, на улице снегопад, слава богу, прошел немножко. Маша то и делает, что расчищает снег, как бульдозер. Надолго ли? Но говорят, что пару дней будет морозно, а потом, не знаю, посмотрим. Ну, в этом году снегу навалило много. Да, зима мощно началась.
Да. Ну, с одной стороны, снег нужен. Снег, чтобы тепло было, чтобы растения не замерзли, чтобы земля не промерзла. С другой стороны, конечно, эти вредители, вот, которые там, жучки, паучки, эти проволочники, опять не замерзнут. Они не замерзнут, опять весной будут чинить нам вред. Вот так. В прошлом году ведь холодно было, зима холодная была. А в этом году не знаем, какая будет. Так что сидим в тепле, в уюте, так сказать, и ждем наш пирог. Вот. Время? Время. Надо было засечь время, я не знаю. Время сколько? Угу. Все, время засекли. Надо было, вон, яичко же есть, надо было зарядить. И тогда бы уже точно не проморгали. Коты где-то там шуршат, мешаются нам. Вот. Ну все, ждем, друзья, нашего пирога. Потом покажем уже, какой он будет, какой классный он будет. Прошло у нас 25 минут, друзья. Ну, красота, да. Я бы сказал, красота. Вот такая красота. Очень красиво, Мария Олеговна. Сейчас немного дадим остыть, Давид. Он горячий. Ну да. И пускай немножко остынет, потому что если сейчас его разрезать или там достать, то ладно, достанем. А вот если разрезать, то надо еще немножко, чтобы он горяченьким там постоял. Вот так. Пусть остынет немножко. Шикарный пирог, друзья. В общем, цвет, да, красивый вообще. Зарумянился так. И сыр там растаял, и вообще четко все. Вот такая прелесть, друзья. Вообще такая. Легко снялся с противня вообще. Сыр, где вот разрез был, сыр где ставили. Вот смотрите, еще растаяло, и корочка румяная. С чаем само то будет. Просто прелесть. Все, чаевничаем. Маша сегодня пробует. Я уже не буду переключаться с камеры на камеру. Пирог пышный, действительно. Очень пышный. Ну как? Вкусненький? Ну да. Сыр. Чувствуется сыр, давай. Просто пирог получается не сладкий, а такой... Ну вот, я же говорил, с самого начала же я же сказал, что для тех, кто не любит сладкие пироги. Очень многие ведь, которые не едят сладкое, то или кому-то нельзя, кому-то просто не нравится. А это не сладкий пирог. Такой мягкий. И воздушный. Вот я после коронавируса-то я тоже сладкое перестал уже, сейчас почти не употребляю это сладкое. И вот для меня Маша решила делать вот такой пирог. Чаю. Воздушный. Очень вкусный. Ну, я смотрю, вот кусаешь, да прямо как пушинка. Пуф. Да. Ну, и тесто мы видели, когда вот ты разрезы-то делала, оно как будто немножко шумит вот так. Как когда поднималась, так да. же шумела. Очень воздушное тесто получается. Маша пьет с удовольствием. Сейчас я буду тоже пить, конечно. Ну, не на камеру уже. В этот раз уже не на камеру. Мне понравилось. Маша шепчет, ничего не слышно. Мне понравилось. Воздушный такой пирог мне понравился, да. Ну и рецепт, естественно, там или в конце видео в титрах оставлю, или в описании я поставлю, из чего же этот пирог состоит. Очень простой пирог, но очень вкусный, судя по Маше. Главное, не сладкий. А давай я тоже попробую немножко. Пусть за кадром, но я попробую. Один раз хоть укушу. Да. Пышный.
пышный, не сладкий. Сыр. Сыр растаявший внутри. И сверху корочка такая сыра. Вкусно. Так что пробуйте, делайте. Да. Может, кому-то тоже и понравится. Угу. Вот так. Очередная готовка у нас прошла. Пирог к чаю. Не сладкий. Но ничуть не... Сладким чаем очень даже, кстати. Ну, я не буду сладким чаем. Я просто, ну, так, немножко послащу чай, чтобы не чисто пресный был. Да, пышный, да. Я понял это уже, как ты духовку доставала, я понял, что он пышный уже. Ну, и не забывайте, друзья, когда вытаскиваете, дать остыть пирогу. После этого только разрезайте. Потому что, когда горячим режете, даже если он приготовился, он будет такой немножко... Любой хлеб надо дать остыть с печки, когда вытаскиваете. Ну все, Маша, скажем до свидания нашим дорогим зрителям. И очередная такая вкусняшка от нас. Всем пока, друзья. До новых видео. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.